Рифат аға, халқымызда вот такая пословица есть, мол, ахам шананы ташы. Ну, что означает, мулла, священник, будь добр носить свою мантру, да, накидку подобающим образом. И вот скажите, пожалуйста, будучи замом муфтия, с какой целью вообще Айдер Исмаилов пришел на эту передачу? Можно ли назвать это своего рода отработать зарплату, или уже настолько за вот эти 4 года этот человек изменился, что вот он действительно пропитался и живет такими вот взглядами? Честно говоря, я не очень хочу лезть в какие-то пояснения мотивов поведения Айдера Исмаилова. В принципе, его действия, они демонстрируют всему крымско-татарскому народу его сущность, настоящую сущность. Получается так, что Айдер Исмаилов, как и некоторые другие, ранее просто показывали нам совсем иное лицо. Вообще я хочу заметить, что оккупация и все те трудности, несчастья, а ко многим семьям и пришедшие трагедии, они показали, кто есть кто в Крыму. И действительно это есть большое испытание. Не все это испытание выдерживают. И на самом деле те люди, с которыми у нас могли быть определенные трудности в различных подходах к общественной жизни, к политической жизни, с которыми мы вели дискуссии, иногда очень острые. Значительная часть этих людей, когда ситуация оказалась такой тяжелой с приходом российских оккупантов, они оказались как людьми стержневыми. Они просто знают, что такое честь, достоинство. А те люди, которые декларировали, что им присущи честь и достоинство, очень маленькая часть таких людей, но они такие тоже есть, к счастью, Аллах Ашкор. Они есть. И, к сожалению, Айдер Исмаилов один из тех. Я просто, меня лично не то, что по-человечески задело, я уже привык к таким подлостям, но у вас там, я не знаю, вы отобрали этот сюжет или нет, я сегодня просмотрел наконец-то эту передачу с участием Айдера Исмаилова, и когда ведущий так свысока говорит, что Джемилев и Чубаров, которые выехали в Киев, мы дойдем до этого, да? Но я уже начал, я просто это скажу. И вот сидит Айдер Исмаилов, слушает это, да? Он же просто, как и все крымские татары, да и не только крымско-татары, все население, проживающее в Крыму, знает, как Мустафага не пускали на границе, как его дважды не допускали на территорию Крыма со стороны Москвы, потом со стороны Чонгара, как меня выдворили из Крыма на границе на глазах у всех, как не смог поехать Эскендер Бариев, член Меджлиса, чтобы похоронить свою маму. И отец у него сейчас очень тяжело болен. Гаяна Юксель, Риза Шейхиев, члены Меджлиса, не смогли похоронить своих отцов, потому что они под запретом в Крыму. И человек, который считает себя мусульманином и с точки зрения исламских ценностей оценивает Эмиля Курбединова, он, слыша такую просто вопиющую ложь в отношении других мусульман, он подхватывает этот разговор и продолжает, в общем-то, его расширять. Это как раз говорит о том, что сущность этого человека абсолютно просто хэмтатарджа чурук. Чурукище, гнилой человек. У нас